Обсуждение территориальной схемы обращения с отходами в республике завершено. Поступила масса предложений, замечаний. 11 декабря подписан соответствующий приказ. Поможет ли эта терсхема решить мусорные проблемы в республике? Ну, смотрите, давайте для начала разберемся, что такое территориальная схема обращения с отходами на любой территории. Это такой свод, грубо говоря, того, что у нас есть, какая инфраструктура у нас имеется, что мы предлагаем рекоператору обслуживать и на каких условиях. По сути, это вот такой технический райдер, да? Вот столько-то площадок контейнерных у домов, вот столько-то площадок у юридических лиц, да, у бизнес-центров и административных офисных зданий. Вот такое количество у нас есть площадок раздельного сбора отходов, да. Вот такие у нас есть полигоны или платформы, они называются площадками временного накопления и перегрузки. Как правило, это в малых населенных пунктах, где большим магистральным мусоровозом просто не проехать и экономически неэффективно, они мусор так не собирают, это все-таки маломощные, да, какие-то виды автотранспорта мусоровозного. И вот такое количество у нас полигонов постоянного захоронения. Вот это все должно быть прописано в территориальной схеме, это некий такой срез, что имеем на сегодня, а также маршруты, логистика, да, какое количество километров нужно будет рекоператору на территории проехать от этого контейнера, от этого дома, от этой управляющей компании того или иного жилищного жилого комплекса и до точки перегрузки и дальше на полигон или на сортировку, переработку или на утилизацию. Так вот, я хочу сказать, коллеги, что последние 3 года терсхема выглядела таким образом, что мы нещадно эксплуатировали все то, что получили в наследство исторически. Площадки временного накопления в сельских районах зачастую оказывались вообще на землях лесного фонда. Документально они не оформлены. На сегодняшний день у нас есть и представления органов прокуратуры, и предписания Росприроднадзора относительно 14 таких площадок в 9 муниципальных районах, по которым нет ни документов, ни возможности эти документы каким-либо законным образом восстановить. Это означает, что в любой момент рекоператор просто перестанет вообще иметь возможность оттуда накопленные отходы забирать. Это значит, что просто такой населенный пункт в этих отходах будет задыхаться. И это как раз последствия того, что 3 года в терсхеме не были предусмотрены инвестиции. Инвестиции в развитие, несмотря на то, что тариф был достаточно высоким, из тех средств, которые расходовались, ничего не вкладывалось в то, чтобы новые полигоны, новые площадки для сортировки, новые какие-то мусороперерабатывающие мощности, утилизирующие мощности создавать. Вот это тот результат, с которым мы начали работу над терсхемой 2021 года. Начали мы ее 30 дней тому назад, в первой декаде ноября. За 30 дней Минприроды, а также рабочая группа межведомственная, созданная при правительстве Республики Коми под моим руководством, получила огромное количество, более 166 страниц убористого текста, разного рода рекомендаций, пожеланий, предложений. И вот вы знаете, из этих достаточно эмоциональных обращений, которые, как правило, знаете, такие с позиции жертвы, вот все утомило, все устали, что делать, вот таких рациональных, очень четких, выверенных было не так много. И на самом деле огромное спасибо Коми-отделению Российского экологического общества, лично Татьяне Николаевне Плата, потому что когда я прочитала там порядка, не знаю, нескольких десятков страниц предложений, которые пришли от экологов, да, в ее лице, они очень выверенные, они очень рациональные, четкие, они как раз нам помогли сориентироваться, где мы действительно должны территориальную схему привести максимально в соответствие с требованиями и федерального законодательства в том числе. И второй очень ценный вклад для нас – это, конечно, ППК РЭО, Российский экологический оператор,
Во-первых, в первые же дни, когда мы приступили к рассмотрению терсхемы в Коми, коллеги командно собрались на ВКС и с нами поработали очень конструктивно, дали уже, так сказать, проактивно все свои рекомендации, что нужно уточнить. Я напомню, что именно ППК РЭО рекомендовал еще год тому назад пересмотреть вот эти вот легендарные объемы отходов, которые были заложены в предыдущую терсхему, там порядка полумиллиона, да, 500 тысяч тонн, которые якобы генерировались, ну, на тот момент так вот оценочно это выглядело на территории Республики Коми. Сейчас, благодаря именно методикам и оценочным расчетам ППК РЭО, эта цифра приведена в соответствии с вот теми методиками, которые приняты на федеральном уровне, это 306 тысяч тонн. То есть мы существенным образом пересматриваем объемы, и это, конечно, будет сказываться и на оптимизации, да, логистики, на оптимизации расходов, которые мы все несем на услуги рекоператора. В связи с тем, что объем будет пересмотрен, скажется ли это на тарифе в сторону снижения? Вопрос абсолютно справедливый, ответ на него не будет таким однозначным. Безусловно, такая задача, и к этому мы должны стремиться, она существует. У нас тариф, он не самый высокий в Российской Федерации, да, 835 рублей за кубический метр вывезенных отходов или вторичных материальных ресурсов, как угодно, ТБО, но при этом он и не самый низкий, безусловно. Так вот, в нашем тарифе, все это прекрасно знают, на 80% он складывается из совершенно умопомрачительной логистики. Такими километражами, как у нас, я не знаю, где еще оперируют вообще, на каких территориях рекоператоры, где еще принято, чтобы из одного удаленного района с площадки временного накопления полностью забирали отходы, везли их за 500 километров в другой район. Получается, что мы с севера, да, из удаленных населенных пунктов за 500 километров привозим эти отходы захоранивать в Ухту или в Сыктывкар. И поскольку мы понимаем, что вот эта вся логистика, эти 500 километров лягут абсолютно непосильным грузом на плечи сельского населения, ну просто не сработает, будет коллапс. Вот таким образом плата для населения перераспределена, что порядка 50 рублей за человека платят сельские районы у нас за вывоз ТБО, и порядка 120 рублей вы живете в Сыктывкаре, вы должны это знать, за человека в городах. Вот и вся история. И поэтому здесь, если вы меня спрашиваете о судьбе тарифа, я бы еще раз вас вернула к тому, о чем я говорила. 3 года он чуть-чуть снижался, да, он был наиболее высоким в момент 2017 года, когда первый раз территориальная схема была в таком виде принята. Он понемножечку снижался, но мы всю экономию с вами проедали. Ну, то есть в любом случае ничего не инвестировалось в развитие. А ведь в любой экономической модели та экономия, которая формируется, ну, как минимум 30% этой экономии нужно отдать на будущее развитие. Иначе мы просто с вами эту экономию или эту полученную выгоду, да, съедим, и ничего не останется. И опять мы через год с вами соберемся и скажем, что республика задыхается от мусора, не решена проблема. Ведь любые новые мощности, я же вам сказала об инвестпрограмме, которые мы собираемся и планируем здесь строить, будь то мусоросортировка в обязательном порядке. Сегодня 2 мусоросортировочных больших комплекса должны возникнуть в Сыктывкаре и в Ухте. Это 2 города, генерирующих порядка там, ну не знаю, 70, наверное, 80% всех отходов бытовых, отходов потребительской продукции в республике. Мусоросортировка в обязательном порядке должна возникнуть. Это проекты не дешевые. Они все будут, если они будут заложены в инвестпрограмму, они, конечно, будут находиться в тарифе. То есть мы, понимаете, мы будем с вами идти 2 путями. С одной стороны, мы максимально будем стараться и прилагать все меры к тому, чтобы Комитет Республики Коми по тарифам, коллеги, когда они собираются в виде правления, в формате правления и коллегиальным решением рассматривают тариф на следующий год, чтобы у них было по максимуму оснований для того, чтобы такие решения пересматривать в сторону его снижения. Мы только так можем с вами работать. Но с другой стороны, мы будем понимать, что любая
экономическая, да, составляющая, она должна предусматривать инвестиции. И мы должны стимулировать и рекоператора, и новых инвесторов, коль скоро они появятся, к тому, чтобы у нас появлялась новая современная инфраструктура, комплексная по работе с отходами. Вот если бы у нас на территории не было такого количества малых населенных пунктов, уникальных, каждый по-своему, да, но еще и с недоступностью круглогодичной с точки зрения транспортной, да, инфраструктуры, а были бы только мегаполисы, которые, каждый из которых генерирует 150-200 тысяч тонн отходов, да, у нас же такого нет, и может быть и слава богу, то тогда проблема решалась бы идеально для больших международных транснациональных корпораций, которые, в общем, к этому нас все и призывают. Они призывают максимально разделять, сортировать, дальше ставится переработка. Переработка, сразу скажу, любой классный, современный, качественный сортировочный мусороперерабатывающий завод вот с новыми мощностями экономически выгоден инвестору только если там не менее 150-200 тысяч тонн в год будет перелопачиваться, вот так скажу. Если это 10-я или 20-я доля в населенном пункте, как у нас, да еще и с такой транспортной инфраструктурой, где круглый год не проехать, да, а он достаточно далеко, удаленно расположен, то, к сожалению моему огромному, коллеги, о мусоропереработке в таком населенном пункте говорить будет вообще практически невозможно. Вот я не видела таких моделей, где бы они срабатывали. И это на сегодня одна из больших-больших проблем. Почему? Потому что в свое время велся разговор большого международного бизнеса и российского бизнеса с торговыми сетями. Ведь сегодня как работает торговля, да, вот этот вот пульс сердца бьется, который снабжает кровеносную систему, да, торговую, значит, вот потребительской продукции по всей стране. В удаленные районы идут груженные товарами и с огромным количеством потребительской и транспортной упаковки фуры, обратно, или железная дорога, да, контейнеры идут, обратно они идут пустыми. И убедить торговые сети, большие федеральные, в том, что они могли бы принять участие и экономику эту выровнять и вести обратно собранные и уже обезвреженные, да, то есть очищенные отходы, вторичные материальные ресурсы, пригодные для переработки в крупные центры, вот в те самые мегаполисы, ну, в нашем случае не мегаполис, но тем не менее крупные центры, это Сыктывкар и Ухта, где мусоропереработка возможна и она появится не сегодня-завтра, тем не менее она в планах, она будет. Вот тогда такая модель могла взлететь. В нашем случае, вот видите, к сожалению, или я не знаю, к счастью, у нас такова история, что малые и распространенные, вот такие разбросанные населенные пункты должны в большей степени ориентироваться на некий собственный замкнутый цикл, на некую самодостаточность с точки зрения тех видов вторичных материальных ресурсов, которые они в итоге генерируют. И это перед нами ставит остро другой вопрос, который мы также задавали и на федеральном уровне, и мы слышим это сегодня от депутатов Госсовета Республики, о том, почему вообще такое количество неперерабатываемой и не подлежащей переработке сегодня упаковки у нас как раз вот этими федеральными торговыми сетями, вообще нашей всей торговой инфраструктурой доставляется туда, где средств переработки, где таких площадок нет и не будет. Вот где вопрос основной, потому что сегодня на витрине любого магазина, вот мы были в Усть-Куломе, да, в Тимшере, где угодно, мы заходим в какую-то местную торговую лавку продуктовую, и я сразу вижу на полке от 20 до 50 видов разной упаковки. Вот мы даже сегодня в идеальных мечтах говорим о мусороперерабатывающем комплексе в Сыктывкаре или Ухте. Как вы думаете, какое количество видов упаковки такой комплекс способен перерабатывать? Ну вот, как вы считаете? Задумался. Задумался ли? Я вам скажу. Если это полимеры, нет. Если это полимеры, сегодня в Российской Федерации полимеры можно перерабатывать 4 вида.
экономически обоснованно, экологически безопасно. Это, конечно, ПЭТ, полиэтилентерефталат, это ПЭТ-бутылка, самый любимый, лакомый ресурс, за которым идет погоня. Да, и Комитекс, например, наш его берет с огромным удовольствием. Как я уже об этом тоже писала, сколько Комитекс ПЭТа собирает и получает со всей Республики Коми. Вот если мы опять говорим о мусоропереработке, за которую ратуют все. Сколько сегодня населения готово ее сдать переработчикам, чтобы они довезли до Комитекса, и там можно было сделать хлопья, вот эту флексию уже из хлопьев сделать синтетическое волокно. Просветите. 100 тонн. При потребности 200 тысяч. Сегодня Комитекс ПЭТ забирает с большей части субъектов Российской Федерации. Потому что там собирают, там, видимо, есть большие крупные, да, города, которые этот объем в таком количестве генерируют, а с Республики Коми мы забираем 100 тонн. Вот вам и потенциал такой переработки. Так вот, возвращаясь к нашему разговору о переработке видов отходов, видов полимеров, мы говорим с вами о том, что есть технологии для 5 полимеров, полиэтилентерефталат упомянула, полиэтилены низкого давления, высокого давления. Это гибкая и очень твердая, толстая упаковка для канистр, для бытовой химии. Хорошие технологии есть сегодня, германские, есть европейские для ее переработки и сбора. Мы с ними знакомились в Нижнем Новгороде на МАК Групп. Совершенно прекрасно, но опять-таки это все достаточно крупные центры, куда ее надо каким-то образом аккумулировать, агрегировать. Полипропилен худо-бедно там, так сказать, на даунциклинге, прошу прощения за мои научные термины, перерабатывается в что-то более простое, да, в ведра, лопаты, мешки и так далее. Хорошо. Сейчас идет речь о том, что на Тверском заводе вторичных полимеров отрабатывается технология со швейцарскими компаниями по переработке гибкой упаковки, вот эти хрустящие упаковочки из-под чипсов, из-под разного рода снеков. Опять-таки вопрос, кто и как будет их раздельно собирать, большой вопрос. Они в большом количестве у нас во всех рекреационных зонах, на набережных, да, на фестивалях, в концертных залах и так далее. Везде это все можно иметь в виду. 5 видов полимеров, а на полках их может быть от 80 до 200, включая полистиролы, включая хлорсодержащий, простите, поливинилхлорид, который непонятно каким образом находится в контейнерах для йогуртов и молочной продукции до сих пор на полках. И ритейлер сегодня не ставит преград и не может, и не хочет производителям для того, чтобы вот такая упаковка, заведомо не подлежащая переработке, просто не попадала в ассортимент, не попадала на полку и потом не попадала к нам с вами в наши площадки накопления, чтобы у нас болела голова. А что нам с этим делать? Как нам это дальше утилизировать? Поэтому я большой сторонник мусоропереработки. И мы много работали над этим. Последние 5-6 лет я занималась по своей, так сказать, прошлой роли только этим вопросом в большей степени, как раз по экологизации упаковки потребительской продукции, по переходу на замкнутый цикл производства, по раздельному сбору с ритейлом и так далее. Но мы видим, что одного метода обращения с отходами не существует. Вот и у вас дома, если у вас накапливаются отходы, вы ведете себя с разными их видами по-разному. Какая-то упаковка, она очень ценная, не знаю, какая-то жестяная коробка подарочная, еще что-то. Вы сразу понимаете, что ее можно помыть, высушить и использовать много-много лет. Она, с ней ничего не будет, она представляет особую ценность. Какая-то упаковка, вот, например, ПЭТ-бутылка, у меня вообще рука никогда не поднимется бросить в смешанный мусор, потому что я понимаю, какой это ценный ресурс для экономики. Какая-то, с ней просто непонятно, что делать. Вот те же хрустящие пакеты или одноразовые полистирольные подложки под овощи и фрукты. А что-то в виде компоста на даче совершенно спокойно, пригодно можно использовать. То есть если мы дома уже используем 4-5 методов обращения, отдельно сдаем картон или используем его, так сказать, тоже для растопки чего-то, отдельно собираем более-менее ценные ресурсы, что-то
компостируем, то и на уровне территории мы тоже должны предусматривать несколько методов обращения с отходами. Что-то, да, по-прежнему придется захоранивать, что-то нужно будет пытаться выстраивать модели и агрегировать, чтобы уже большим объемом передавать переработчику, как-то искать, вот, выравнивать эту логистику, чтобы оно не было действительно золотым по цене. А что-то, коллеги, придется утилизировать. И утилизировать, надеюсь, максимально безопасным, высокотехнологичным, экологическим способом. Ирина Сергеевна, в Великобритании людей приучали разделять мусор с помощью, в том числе, и серьезных штрафов. Как вы считаете, подобная практика у нас реализуема? Во-первых, правительство шло по пути очень жесткого диалога с торговыми сетями. Во-вторых, общественники шли по пути, и в том числе и Greenpeace, и фонд Эллен МакАртур, который принял свои документы по новой циклической и новой пластиковой экономике. Они просто затягивали в эти соглашения и подписывали их со всеми крупнейшими производителями потребительской продукции, то есть теми, кто использует сегодня пластиковую тару, и торговыми сетями. То есть шли все-таки с того конца, где вообще-то изначально этот будущий отход генерируется. Что толку штрафовать на том конце потребителя, и это тоже не очень справедливо, если мы заполонили его жизнь пластиком, например. Причем заполонили так, что он и рад бы его сдать, да некуда. Ну вот действительно, согласитесь со мной. Поэтому там все-таки подход, и здесь он должен быть точно таким же. Он комплексный. Начинаем с самого начала, я об этом уже говорила, совершенно была счастлива услышать от депутатов Госсовета Республики Коми светлые мысли о том, что нужно минимизировать виды упаковки, в том числе полимерной, не подлежащей дальнейшей переработке. Для чего они поступают на территорию, если на территории нет инфраструктуры, да и в мире нет технологий их переработки? Никто не перерабатывает поливинилхлорид с достаточной экологической безопасностью. Там хлор. Полистирол то же самое. То есть они уместны в строительной индустрии. Наверное, у нас вот окна в этой студии, они из ПВХ. И эти окна из ПВХ могут простоять многие десятки лет. Это замечательно. Но когда мы из ПВХ ставим лоточек с творожком на полку, а мамочка какая-то, не понимая, что этот лоточек из ПВХ, потому что не умеет читать очень латинскими буквами завуалированную маркировку, ставит его в микроволновую печь, то я, конечно, сочувствую, да, тому, что в итоге получается, на какое здоровье детей мы можем тогда рассчитывать. ПВХ в пищевке, в пищевой, ну, то есть упаковка для пищевой продукции, для меня огромный вопрос. Как человека, который в пищевой индустрии проработал последние, простите, 12 лет. Поэтому начинать нужно и с того конца, от производителя, от упаковщика. И не зря ведь шел разговор на федеральном уровне последние 2 года о том, что ответственность за раздельный сбор на территории должна быть на тех, кто производит упаковку. И какая борьба была по этому поводу. А вот сейчас, когда я нахожусь на территории и понимаю, что нам, как республике, спросить, по сути, не с кого, кроме как со своего населения, граждан, да, призвать к их гражданской осознанности, а ведь производители что-то не спешат здесь нам посодействовать в том, чтобы установить фандоматы, чтобы давать нам за это ваучеры, скидки. Да? Они это, как правило, делают где? В местах своего присутствия, там, где это экономически целесообразно и выгодно. А здесь мы остаемся один на один с тем, что уже, к сожалению, потребили и в том виде, в котором для нас это произвели. Поэтому здесь аспект многогранный, и я, наверное, против штрафов. Я за стимулы. И такие стимулы у ритейла, у больших торговых сетей, у производителей продукции повседневного спроса точно есть. И вот с ними мы будем этот разговор продолжать вести, пока он не закреплен законодательно. Но мы будем его вести в такой вот мягкой, убеждающей манере о том, что они все-таки должны содействовать тому, чтобы у нас появилось здесь пункты для сбора вторсырья именно стекла,
Здесь нет ни одного пункта сбора. И это огромная боль и проблема, которую я слышу уже много раз и в разных районах и населенных пунктах республики, где уже успела побывать. Чтобы у нас появились все-таки хотя бы действительно в крупных районных центрах и населенных пунктах, городах, пункты в ритейле для сбора хотя бы тех 4-5 видов, о которых я говорила, полимеров, полимерной упаковки, с последующей, значит, скидкой на приобретение новой продукции. Потому что такая практика есть. И мы этим занимались, вот по моей прошлой роли, опять-таки, в 4-5 субъектах федерации это стало возможным. И такие модели можно попытаться выстроить. А дальше уже, да, можно просвещать население, призывать, там, так сказать, к его осознанности и так далее. Но это точно не первый шаг.